столичном поселке Краснозатонский жители деревянных домов по переулку Клубный и улице Корабельной вышли на защиту собственных квартир. Пару недель назад люди получили от мэрии постановление о признании их домов аварийными и подлежащими сносу. Жильцы с таким решением не согласны и переезжать никуда не хотят. По их словам, деревяшки, если и нуждаются в обновлении, то частично. Ситуацию разбиралась Наталья Юрина. Поселок Краснозатонский, переулок Клубный. Здесь располагаются несколько деревянных многоквартирных домов. Таких в Сыктывкаре 1000. Если владельцы подобных вариантов с нетерпением долгие годы ожидают переселения, то здесь владельцы квартир намерены защищать свое жилье от сноса до последнего. Под программу переселения жители попали сами того, не зная, не желая, не предвидено. Предыстории и проблемы нет. Потолки не падали, фундамент и стены на месте. Домам 30 лет. Одни жильцы обустраивали здесь несколько десятилетий, другие, оформив ипотеку, переехали недавно. Пару недель назад хозяевам квартир пришел документ. В нем черным по белому написано: дома признаны аварийными и подлежат сносу. Можно переехать в маневренный фонд. У нас сделан капитальный ремонт за свой счет. Начиная, извините, с подвалов все перебрано. В любую квартиру можно зайти. И теперь мы из таких хороших квартир пойдем куда-то в общежитие. Ни администрация, ни управляющая компания, никто нам не возместил рубля. Документ об аварийности жилья стал громом среди ясного неба. Признаются жильцы, покидать свои квартиры никто не собирается. По их мнению, ремонт домам нужен, незначительный. На крыше заменить листы шифера, покрасить фасады. Нас ошарашили, нам мешком по голове дали. У меня папа лежит. Он говорит, не знаю, он говорит, что у меня будет инфаркт, он переживает. Он и так очень был плохой, да? А сейчас многие пенсионеры, они даже вот не то, что не побоялись выйти, они даже не могут, они все переживают, они все на корвалоле, они все на лекарствах. Это что происходит? Вопросов у жильцов и деревяшек больше, чем ответов. На каком основании провели экспертизу, где соответствующее заключение, почему никто комиссию не видел, как дом проходил аттестацию. В администрацию неоднократно обращались за разъяснениями. Мне ВКонтакте написали, что организация специализированная НЕСКО делала оценку домов. Результаты где? Что именно наш дом аварийный. Там все 4 дома, которые рядом, они все признаны аварийными. Просто что подозрение такое, что хотят убрать всю территорию, чтобы выстроить что-то. Ответа от мэрии жильцы многоквартирных домов в Краснозатонском все-таки дождались. Нам прислали, значит, документы только постановления, которые мы уже видели все в глаза, и прислали заключение, что 26 апреля у нас проверялась определенная комиссия НЕСКО, дали заключение нашему дому, не знаю вообще, выезжали они или нет, и администрация отправила нам ответ, что выезда межведомственной комиссии не осуществлялось. Вот это все у нас зафиксировано. В мэрии отмечают, что подобные постановления получили жители и Дырноса, и лесозавода. Это подготовительная работа для того, чтобы войти в новый этап федеральной программы по переселению из аварийных домов. Пока же в приоритете на расселение жилье, которое признали аварийным до 1 января 2017 года. Очень много сейчас администрации признается домов аварийным, и в течение 3 дней мы направляем гражданам уведомления о предложении маневренного фонда. Бояться их не следует. Это лишь носит уведомительный характер, что в рамках жилищного кодекса администрация имеет право предлагать таким гражданам, у которых жилье признано аварийным, маневренный фонд до момента их расселения. Жители домов по Клубному переулку и улице Корабельная тем временем настроены решительно и хотят оспорить аварийность собственных домов. Наталья Юрина, Алексей Паршуков, Иван Богомолов, телеканал Юрган.